Слово для выступления предоставляется Алмазбекову Тилеку Алмазбековичу. Пожалуйста, пройдите к трибуне. Хотел бы еще раз поприветствовать уважаемых судей Конституционного суда. С вашего позволения я начну. Предметом моего ходатайства является абзац 1 статьи 6 Закона Кыргызской Республики о государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики. Цензура, как явление, прослеживается на протяжении почти всей человеческой истории. Пожалуй, одним из самых таких громких примеров я могу назвать исторических, это Сократ. Его приговорили к отравлению за совращение молодежи и признание иных божеств. На тот момент такой жестокий подход к контролю свободной мысли был вполне оправдан в глазах древности. Это считалось благим действием для лучших интересов граждан. Вначале это было исключение желания одних подавить распространение мыслей других, якобы неправильно мыслящих, а на деле лишь отличным мнением. Спустя время цензура стала более значимой. Появление газет и журналов, развитие грамотности позволило разным слоям населения делиться мнением. Необходимость цензуры сверху стала очевидна. В современном мире каждый человек пользуется сетью интернет, ежедневно потребляя тонну самой разной информации. Контролировать каждую новость и пост в блоге просто невозможно это. Государство никак не может справиться с таким потоком информации, контролировать и блокировать все сайты. Поэтому и в современности очень важна самоцензура, я считаю, на мой взгляд. Каждому человеку необходимо обдумывать ту информацию, которую он потребляет, проверять источники и подумать дважды, прежде чем распространять новость. В современном обществе право на свободу выражения своего мнения стало одним из приоритетных прав человека, имеющих юридическое и политическое значение. Свобода выражения своего мнения и свобода слова включают два важных аспекта, связанных с правом на свободу информации. Первый аспект подразумевает право читать, слушать, видеть и получать информацию в разных формах. Второй аспект включает право на получение информации с целью передачи идей или фактов другим. Изучение права на свободу выражения своего мнения имеет важную значимость для обеспечения его защиты во внутригосударственном законодательстве. Важной характеристикой конституционного права на информацию является ее связующий характер, поскольку без надлежащего уровня информационной свободы реализация многих других конституционных прав будет весьма затруднительна. В качестве одного из примеров можно указать предусмотренное частью 1 статьи 42 Конституции КР право свободно распоряжаться способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. При этом, чтобы свободно выбрать профессию и род деятельности, необходимо доступ к информации и отношение характеристик и специфики соответствующих сфер трудовой деятельности. Кроме того, только способом получения информации возможна и реализация права на образование. Реализация и защита прав на информацию в большей степени зависит от государства, от принимаемых им законов, от деятельности компетентных органов. Однако нередко государство и деятельность отдельных государственных органов и чиновников становятся объектом критики, что может привести к тому, что государство будет всячески недопустимыми и допустимыми средствами противодействовать такой критике и субъектам, которые ее осуществляют, препятствуя тем самым реализации права на свободу слова и распространения информации. У меня все.